Уважаемые телезрители, мы находимся в гостях в научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева, которому 5 декабря исполнилось 85 лет. Давайте поближе пообщаемся с сотрудниками, узнаем о их планах, о перспективах и о проделанной работе. Я с удовольствием передаю слово директору института Ибрагиму Дахкильгову. С образованием Горской автономной Советской Социалистической Республики на Северном Кавказе во Владикавказе был учрежден научно-исследовательский институт краеведения, который обслуживал нужды всех народов Северного Кавказа. Затем Горская республика была разделена на Чеченскую, Осетинскую, Ингушскую, Кабардинскую, Балкарскую республики, отдельно области автономные. Соответственно, и научно-исследовательские учреждения были также поделены. И в 26 году прошлого века решением Наркомпроса Российской Федерации был учрежден Ингушский научно-исследовательский институт краеведения. Слово «краеведение» в те времена употреблялось в значении всей суммы научных проблем, касающихся данного народа. Большую работу провел Заурбек Куразович Мальсагов. Как нам всем известно, создатель нашей письменности, нашей грамматики, нашей газеты «Сердело», образования. Он был наркомом Горской республики, сначала участник гражданской войны, очень много сделавший для развития нашего народа, его культуры, его просвещения. Научно-исследовательский институт находился во Владикавказе. Вместе с ним имелась хорошая библиотека, в которой были скомпонованы древние рукописи, дореволюционные издания, сборник сведений о кавказских горцах, сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа, терские ведомости и так далее. В те времена местная интеллигенция тоже уже подключалась к науке. Вы знаете, что в те времена уровень образования был невысок, образованных людей было явно недостаточно, тем более в научном плане. Большую долю принял в развитии науки уже упомянутый Заурбек Мальсагов, с ним же Дашлуко Мальсагов. Далее у нас появились ученые уже в позднейшее время, такие как Зарема Гойгова, такие как Джамбулатова, и многие другие. Судьба нашего народа, как известно, была сложной. В 1934 году нас лишили своей автономии и включили в состав Чеченской автономной области. И НИИ, соответственно, стал называться Чечено-Ингушским. И первым же директором объединенного уже Чечено-Ингушского научно-исследовательского института был опять же Заурбек Мальсагов, но, к сожалению, он всего 1 год проработал, тяжело больной, умер раньше времени, прожил всего 41 год. С образованием нашей республики вновь стала задача воссоздания нашего НИИ, потому что какие-то научные кадры сохранились, продуктивно работавшие люди. В 2001 году уже основательно НИИ наш закрепился, и с тех пор, слава Богу, функционирует без отмен, без перемен и вносит посильный вклад в развитие нашей науки. За эти последние годы издано ценных монографических исследований более 35, не считая разных выпусков, сборников, ученых записок и так далее. Как мы будем дальше развиваться? Какие у нас планы на будущее? Видимо, тут будет уместно, чтобы заведующие отделами поделились тем, как они в отделах своих продумали эти вопросы. Первым предоставим слово отделу истории Долгиевой Марьям Билановне. Пожалуйста.
Отдел истории был создан в 2004 году. В отделе работает у нас 7 сотрудников. Из них 3 кандидата наук, 3 аспиранта. В отделе работают заслуженные деятели Республики Ингушетия. За период работы сотрудниками отдела был разработан перспективный план. И в соответствии с этим перспективным планом в 2011 году в мае месяце вышла в свет история Ингушетии. Как мы с вами знаем, история пишется поэтапно, и поэтому сотрудники сейчас в данное время работают над изучением малоисследованных проблем. К таким мы относим такие проблемы, как материальная и духовная культура ингушей, русско-ингушские отношения, взаимоотношения ингушей с народами Кавказа, историография истории ингушей. Мы в перспективе планируем подготовить историко-биографический словарь. Вот. И разработав эти темы, мне представляется, что сотрудники отдела будут работать над основательным трудом, который в ближайшее время, я так думаю, выйдет. В ней успешно работает отдел ингушской литературы. Я хотел бы предоставить слово заведующей этого отдела, доктору наук Танкиевой Лидии Хусеновне. Пожалуйста. В ноябре месяце мы закончили большую работу над 3-томником «Ханзыргалая литература. Современная ингушская литература». Но, значит, в эту работу вошли монографии 43 писателей нашей республики. Но в ходе работы мы стали перед фактом, что все-таки еще многие у нас художники слова Ингушетии остались за бортом. Поэтому мы решили еще 1 год посвятить изучению творчества ингушских художников слова. И на 2012 год спланировали продолжить работу над 4-м томом. Таким образом, в следующем году, если у нас все будет благополучно, мы напишем монографии еще 17 художников слова Ингушетии. Таким образом, мы в какой-то степени охватим нашу ингушскую литературу на ингушском языке. Конечно, остается еще много молодых, начинающих. Эта работа впереди. В институте функционирует отдел фольклора. Я кратко скажу о перспективах его работы, поскольку по совместительству я возглавляю этот отдел. Во-первых, мы завершим 10-томную антологию в предстоящем 2012 году. Далее мы накапливаем материалы, записей, свежих, новых записей, полевых записей, потому что нам крайне необходимо зафиксировать то, что в нашем народе еще осталось, сохранилось. Вы знаете, что катастрофически исчезают народные произведения. Уже много произведено записей, уже намечен план издания, и мы готовим том уже на ингушском языке, только на ингушском пока, новых записей. Одновременно мы беремся за изучение ведущих таких наших жанров, как легенд и преданий, раз, нарского эпоса, два. Кстати, говоря о нарском эпосе, его почти затоптали ногами, поставили нас перед мировой наукой как людей, которые не имели своего эпоса. Все это было сделано еще начиная с тех пор, когда мы находились в высылке. Теперь приходится все это разгребать, эти завалы, и выясняется, что наш эпос на уровне лучших достижений эпических традиций народов Северного Кавказа. У нас функционирует отдел этнографии. Что это такое и как он работает, попросим рассказать заведующую отделом, доктора наук Зарахову Зайнаб Магомед Тагировну. Пожалуйста. Этнография – это наука историческая, это наука народоописания, этнос и география.
Это очень важная область, потому как она занимается изучением живой истории, живых событий, которые происходят. Если говорить об этнографии в прошлом и сегодня, то многие исследователи, которые бывали здесь на Кавказе и зафиксировали события, культурные ценности, быт, обряды, традиции, все это тоже в какой-то степени являлось частью этнографической работы. И сегодня мы, опираясь на эти работы, можем себе представить образ и облик народа в прошлом и как это менялось все. Если известный этнограф из Ингушетии Чах Ахриев записал события уходящей эпохи прошлого века, то мы понимаем, сколько уже ушло, сколько для нас сохранено именно этнографом. И сегодня для нас очень важной является задача зафиксировать те культурные ценности, те живые события истории, которые происходят сегодня. То есть описание народа продолжается в рамках этнографии. В отделе этнографии у нас работают 6 человек. Есть доктор наук, есть кандидат, есть аспиранты научных центров Российской академии наук. Материалы наших сотрудников вызывают интерес у научной общественности. Наши материалы издаются в сборниках научно-исследовательского института, ученые записки в разделе «Фольклоре и этнография», в сборниках по вопросам истории, издаются в сборниках научных центров Северного Кавказа и Российской Федерации. Сотрудники принимают участие в международных конференциях, и везде этнография вызывает интерес. Этнография очень важна, еще и потому, как мы не имели свою государственность и не могли отдельно фиксировать многие ценности, характерные именно ингушскому народу. А каждый народ имеет свою самобытность, и мы стараемся сегодня собрать как можно больше материала, зафиксировать как можно больше из того, что уходит постепенно из нашей жизни. Важными носителями, я бы сказала, огромными библиотеками являются наши бабушки, наши дедушки, которые помнят все это и по крупицам, собирая все это, мы можем сохранить этот образ, этот облик для наших потомков. Все эти годы последние мы занимались исключительно сбором материала этнографического. Мы будем продолжать эту работу, собирать материал. Мы будем стараться фиксировать культурные ценности, изменяющиеся обстоятельства быта, семейного обряда, традиции, которые в силу некоторых обстоятельств все-таки претерпевают изменения, но ядро культуры сохраняется ингушской, для того, чтобы сохранить наш образ, сохранить ингушский образ на годы. Начиная со следующего года перед нами руководитель наш Ибрагим Абдурахманович поставил задачу систематизировать материал и постараться представить собранный полевой материал для читателей, чтобы они сами могли оценить и понять всю глубину того, что мы имеем. Нашу ответственность перед работой мы еще связываем и с тем, что институт наш носит имя первого этнографа, первого ученого из Ингушей Чаха Ахриева. Я в своем вступительном слове забыл упомянуть очень важную работу, проделанную отделом языка. Это вот такой, как видите, объемный ингушско-русский словарь, насчитывающий 24 тысячи слов. Причем эти слова даны не просто в обыкновенном переводе, скажем, «ца», «дом», а каждому слову даны его грамматические формы. И этот словарь, помимо своей функции переложения слова с одного языка на другого, имеет еще значение в грамматическом отношении. По нему можно изучать и грамматику нашего языка. Отдел языка у нас возглавляет доктор наук Барахоева Нина Мусапаевна. Предоставим ей слово. В отделе ингушского языка Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук трудятся 6 сотрудников. 4 из них остепененные и 2 аспиранта. Говоря о перспективе работы нашего отдела, наверное, нужно сказать о том, что в 2010 году отдел ингушского языка начал работу над проектом «Современный ингушский язык», который предполагает фундаментальные исследования по разделам современного ингушского языка. Это и фонетика, это и лексикология, и морфология, и словообразование, и синтаксис. Конечно, задача эта очень объемная, сложная. Сегодня мы работаем над морфологией современного ингушского языка. Планируем в следующем году
где-то к середине года эту работу закончить и уже к концу года сдать ее в публикацию. Комплексное вот такое изучение ингушского языка мы предполагаем, что позволит нам, видимо, уже в скором будущем заняться еще другой стороной изучения ингушского языка, это история ингушского языка. И насущная необходимость вот такого изучения нашего языка сегодня нам, думается, уже назрела. Ну вот, в перспективе, как мы видим свою работу, она у нас запланирована где-то в течение 10-12 лет и предполагает в результате выход где-то 5 томов фундаментальных исследований по современному ингушскому языку. Это если вкратце, вот так. Спасибо. Отдел этнологии. Его возглавляет заслуженный деятель науки Харсиев Борис Магомед-Гиреевич. Отдел этнологии создан в 2009 году. В соответствии со своим назначением, этнология, это значит народоизучение, отдел занимается такими проблемами, как этногенез ингушей, этнокультурные связи ингушей с другими народами Кавказа, с социальными условиями культурного развития ингушей, этапами государственного развития и другими темами, необходимыми для изучения сегодня, для того, чтобы мы дальше могли функционировать в общем плане ингушеидного. В отделе работает 7 сотрудников, все выполняют, в общем-то, свои задания вовремя. Сейчас отдел занимается составлением фотоальбома 85 лет дней. Перспективы такие, что мы сейчас плотно будем заниматься проблемами этнополитического проживания и вообще проблемами этноауры и этноареала проживания ингушей. Будем, значит, заниматься, как я уже сказал, проблемами не только его происхождения, но и дальнейшими проблемами сегодняшнего развития в сегодняшнем современном мире. Ибрагим Абдурахманович, вот расскажите, пожалуйста, о перспективах научно-исследовательского института. Я знаю, что строится сейчас здание института. В связи с этим, наверное, у вас планируется расширение вашей деятельности. Расскажите обо всем об этом. Ну, я начну с того, что лет 7 назад в НИИ было всего 2 отдела – языка и фольклора. Сегодня у нас 6 отделов. Было порядка 7 сотрудников, сегодня у нас сотрудников до 30. У нас не было ни одного доктора наук. Сегодня у нас их уже 4 и на подходе несколько человек. У нас имеется молодежь, талантливая молодежь, которая хорошо окончила высшее учебное заведение, проявила склонность к науке. Их у нас много. И в аспирантурах обучается порядка 8-9 человек. Это наш будущий резерв, будущее развитие наших кадров. Конечно, без хорошо подготовленных, эрудированных специалистов НИИ развиваться не может. Поэтому мы делаем все, чтобы и докторантуру заканчивали, аспирантуры заканчивали, берем, повторяюсь, новых сотрудников. И таким образом научный рост у нас имеется, но мы надеемся, что в дальнейшем он будет у нас расти. Надо отметить, что внимание к научно-исследовательскому институту со стороны руководства очень хорошее. Это нам очень помогает в нашей работе, воодушевляет. Например, у нас никогда нет никаких проблем с публикацией нашей продукции. А раньше это бывало. Книгу мы подготовим, ценная, нужная книга, а денег нет. Сейчас эта проблема начисто ликвидирована. Например, в этом году мы более 700 тысяч использовали только на издание научной продукции. К сожалению, НИИ пережил переезды и ликвидации, восстановления в течение многих лет.
Ну вот с 2001 года мы обосновались здесь, в здании НИОН. Вот. Нас тепло приняли. Ну, конечно, очень тесно, когда все 5 отделов ютятся в 2 комнатах. В связи с этим еще раз хочется поблагодарить наше руководство, главы республики, председателя правительства, за то, что они дали указание приступить к строительству по проекту, составленному, учитывая нужды научного учреждения, в котором помимо кабинетов будут еще кабинетов для ученых, будут еще кабинеты по звукозаписи, по киносъемкам, будут пресс-центры и так далее. То есть будет полновесное научное учреждение. Большое спасибо. Надеемся, вернее, обещаем, от коллектива я обещаю, что мы не подведем то доверие, которое нам оказывает, то внимание, которое нам оказывает, и будем дальше работать. Уважаемые телезрители, хочу напомнить вам, что сегодня мы были в гостях у сотрудников научно-исследовательского института имени Чаха Охриева, которые отмечали 5 декабря свой юбилей, 85-летие.